Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии Владимир Нагорный, председатель Комитета Госсобрания Республики Башкортостан и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Александрович, в мае, наверное, ознаменовался пленарным заседанием Госсобрания Республики Башкортостан, на котором было принято во втором чтении закон о местном самоуправлении. Какие изменения предполагаются? Да, мы рассматривали в втором чтении закон о внесении изменений в закон Республики Башкортостан о местном самоуправлении. Закон у нас был принят в 2005 году. Вы все знаете, что в прошлом году, в 2025 году был принят федеральный закон номер 33, куда существенно вносятся изменения в систему местного самоуправления. Поэтому, конечно, мы приводим свой закон в соответствии с федеральным законодательством, и определяем из возможных вариантов, которые предложены федеральным законом, свою структуру органов местного самоуправления. Для того, чтобы внести изменения, была главой республики утверждена комиссия, которая собирала предложения от муниципальных образований, от депутатов, обрабатывала это предложение, и потом на основании этих предложений был закон внесен в Государственное собрание. Сейчас мы его рассмотрели во втором чтении. Хочу сказать об основных изменениях, которые произойдут в случае принятия закона в третьем чтении, вступления его в силу. Прежде всего, федеральный закон, как вы знаете, об этом очень много говорилось на всех каналах, предусматривает одноуровневую систему местной власти. В то же время, по многочисленным просьбам регионов и республики нашей, и Татарстана, закон допускает при определенных исторических традициях, социально-экономических традициях, оставить предыдущую систему власти, то есть двухуровневую, где у нас в составе муниципальных районов могут сохраняться и советы, сельские советы, городские советы. Мы в данном законе сохраняем действующую структуру местного самоуправления, двухуровневую. Это принципиальный вопрос, который мы, в общем-то, много обсуждали, спорили. В конце концов, этот вопрос решили оставить таким образом. Поскольку считаем, что, во-первых, у нас на сельской территории живет очень большое количество нашего населения, у нас территория очень большая, и чтобы власть была доступна для всех жителей, все-таки двухуровневая система, она более удобнее. Но и сами жители и сельских населенных пунктов, и городских населенных пунктов говорят, что все-таки депутаты, которые непосредственно избираются, так сказать, в деревне или в селе, они ближе к народу, чем, так сказать, ехать в райцентр и решать какие-то вопросы. То есть тут решение принципиально принято, сейчас мы его, будем говорить, оформляем, принимаем. Теперь очень серьезное изменение касается, как будут избираться главы муниципальных районов и городских округов. Раньше, если я напомню, мы избирали районные и городские советы по предложению конкурсной комиссии из состава предложенных кандидатов, избирали кандидатуру на должность главы муниципального образования. Сейчас в данном законопроекте, который мы рассматриваем, предлагается, чтобы все-таки главу муниципального образования избирать из числа кандидатов, предложенных главой Республики Башкортостан. Такой вариант предусматривается федеральным законом, и у нас сейчас он прописан в нашем законе. То есть глава республики на основании предложений комиссии, которую он создаст, будет рассматривать перечень кандидатур, которые могут носить политические партии, могут носить как политические партии, как действующие на федеральном уровне, на региональном уровне, могут ассоциация Совета муниципальных образований, может общественная палата вносить предложение, может внести предложение в АРМСУ, есть такая Всероссийская ассоциация органов местного управления. То есть достаточно много субъектов, кто может внести кандидатуры в эту комиссию. Комиссия рассматривает по определенным показателям, которые будут, наверное, главой установлены, определяют кандидатов, минимум 2 кандидата, предлагают главе. И глава выбирает, кого предложить совету либо городского округа, либо муниципального района, с тем, чтобы затем уже совет проголосовал за главу муниципального образования. И достаточно серьезное новшество: глава муниципального образования может возглавлять местную администрацию. Раньше глава муниципального образования была одна должность, и мы на конкурсной основе избирали главу администрации исполнительного органа муниципального образования. Сейчас это лицо может быть, то есть глава муниципального образования может возглавлять местную администрацию. Я считаю, что это серьезное изменение, которое должно повлечь, на мой взгляд, более эффективное управление на уровне муниципалитетов.
Вот это из организационных вопросов такие серьезные изменения, которые предполагаются. Ну и еще самое важное, конечно, в федеральном законе четко прописаны полномочия по обеспечению жизнедеятельности, непосредственному обеспечению жизнедеятельности населения. Причем расписано 3 уровня полномочий. Это те полномочия, которые исполняют обязательно муниципальные органы власти, те полномочия, которые законом, в данном случае республики, могут быть перераспределены от муниципальных органов к государственным органам власти, и полномочия, которым республика может наделить местные органы власти. То есть вот есть четкий перечень полномочий вот, по всем 3 показателям. Сейчас работа ведется, учитывая опыт нашей вот работы в местном самоуправлении с 2005 года, учитывая, ну, в общем-то, вносимые изменения, как перераспределить эти полномочия. Этот вопрос пока еще находится в стадии обсуждения. Занимаются министерства, ведомства, безусловно, комиссия, созданная главой республики. И я думаю, что в течение этого года такой законопроект также будет внесен. На федеральном уровне федеральный законодатель, учитывая, что это сложный процесс, потому что он касается и бюджетных процессов, и других процессов, дал возможность перенести срок вступления в действие от данного закона с 1 января 2027 года, как было принято раньше, до 1 января 2028 года. То есть как бы срок немножко отодвинут, и у нас появляется время спокойно эту тему обсудить. Поскольку если бы мы вопрос решали с 1 января 2027 года, у нас, по сути дела, уже и времени не оставалось, и, возможно, в спешке мы бы что-то и не учли. Теперь у нас есть время спокойно обсудить, и вот такой закон будет внесен. Какой уровень власти будет исполнять какие полномочия, за какие деньги, будем говорить. В случае перераспределения, соответственно, эти деньги должны будут идти на другой уровень власти. Ну вот это, на мой взгляд, самые значимые изменения, которые будут в новом законе Республики Башкортостан о местном самоуправлении. Но если говорить непосредственно о деятельности партии «Справедливая Россия» регионального отделения, расскажите, какие мероприятия прошли в мае? Ну, май, месяц такой праздничный у нас, и День труда 1 мая, и День Победы, безусловно, и все партии, да, по сути дела, весь народ наш, особенно 9 мая, к этому дню готовится очень серьезно, безусловно, все политические силы, все общественные организации стремятся какими-то мероприятиями отметить эту нашу великую победу. Наше региональное отделение не осталось в стороне, безусловно, мы участвовали в возложении цветов и в Парке Победы, и к бюсту Мусы Гареева, дважды Героя Советского Союза. Мы организовали для детей большой праздник, и шахматный турнир, и концерт, так сказать, для того, чтобы, ну, в одном из микрорайонов города Уфы, значит, для того, чтобы, ну, отметить этот праздник, чтобы он остался в памяти и у детей. И, кстати говоря, мы-то рассчитывали как бы вот на наше подрастающее поколение, но было очень много людей пожилого возраста, которые пожелали поучаствовать в шахматном турнире, так сказать, ну и заодно послушали концерт с патриотическими номерами. Вот. Ну и наша партия организовала пробег из Владивостока до Луганска. Значит, будем силами членов нашей партии в Владивостоке. Они приобрели несколько автомобилей. БУ, конечно, значит, восстановили их, покрасили в соответствующий цвет и своим ходом из Владивостока до Луганска гнали с соответствующим, значит, с остановкой в каждом крупном городе. Получается, мы были вот уже, по-моему, 8-ми на их пути. Они провели у нас сутки. Мы также возложили цветы памятнику генералу Шаймуратову с участниками пробега. Мы показали им город праздничный, ну и проводили дальше. Они уже доехали до Луганска, передали автомобили бойцам, значит, ну и вернулись домой. Я считаю, что любое мероприятие, которое подчеркивает важность победы советского народа в Великой Отечественной войны, оно имеет место, имеет право быть. И поэтому, кто бы его ни проводил, это правильно, это достойно. Это одна из акций, которая была организована основным отделением партии, да, «Справедливая Россия». А какая поддержка у регионального отделения оказывается бойцам СВО спецоперации? Вот будем говорить так, эта тема является основной для всех партий.
я считаю, что это совершенно справедливо. Потому что сейчас, в данной ситуации, мы один народ, и у нас одна задача – победить. Поэтому наши члены партии, наши общественные объединения, они, безусловно, участвуют в волонтерской деятельности, в сборе определенных гуманитарных грузов, отправления их на линию боевого соприкосновения. Наши активисты, вот тут нельзя выделить ту или иную партию. Вот я очень не люблю, когда показывают тот или иной та партия, вот мы отправились столько-то, мы отправились столько-то. По большому счету, результат должен быть один для всех. Безусловно, конечно, надо стремиться, чтобы обеспечить наших воинов, призванных, конечно, отсюда из республики, всем возможным для того, чтобы, во-первых, у них были нормальные бытовые условия на линии боевого соприкосновения в другой, и, безусловно, чтобы им было чем-то, кстати, себя защитить, возможно, чем воевать. Но я думаю, что это вопрос как-то сейчас более-менее все-таки решается, я имею в виду с темой вооружения. Вот. А все остальное помогаем. Машины, сети, перечень вот он известный, и что-то новое тут изобрести сейчас сложно. Какие планы на июнь? Июнь у нас, я думаю, будет для всех партий. Во-первых, будут объявлены выборы, безусловно. Выборы, как вчера Центральная избирательная комиссия провела семинар, Российской Федерации провела семинар, определила предварительные сроки, когда будут объявлены выборы. Это выборы и в Государственную Думу, и для нашей республики, для нашего регионального отделения, конечно, важны выборы в Совет городского округа город Уфа. Вот. Мы предполагаем активно принять участие во всех мероприятиях, исходя из того графика, который вчера был обозначен. Соответственно, конференция у нас будет по выдвижению, у нас будет подготовка документов к сдаче и другие мероприятия, чтобы мы активно приняли участие в выборах. Владимир Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как продвигаются у нас дела и в Госсобрании, какие законопроекты рассмотрены, изменения, и в целом о деятельности партии «Справедливая Россия». Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.